Всем самый солнечный, а главное летний привет, телезрители! Добрый день, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Как вы видите по нашему фону, мы все еще находимся дома и вещаем из режима самоизоляции, несмотря на ослабление карантина. Именно так. Главное, чтобы мы сохранили наше здоровье, как и вы. Однако, третий месяц самоизоляции никак не влияет на качество нашей передачи. Поэтому мы сегодня обещаем вам кучу всяких крутых, классных новостей и целую гору сюжетов. Ну а проводники на вершину событий сегодня Карина Дунабаева и Руслан Николаев. А вот привет от наших корреспондентов. Сегодня в выпуске: как выглядеть стильно при небольшом гардеробе, что входит в состав хорошего настроения, какие крутые ребята живут в селе Шаран, и почему играть в компьютерные игры никогда не надоедает. Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. Ура! Я давно мечтала сказать эту фразу. На календаре первый день лета. И сегодня мы, кстати, празднуем Международный день защиты детей. Никогда не чувствовала себя более защищенной, чем сейчас. Поэтому поздравляем всех людей, которые могут себя отнести к этой категории. Да, ура, это наш день, так что вы можете прямо сейчас потребовать у родителей весьма законно и без зазрения совести очень много мороженого, потому что с недавних пор это лакомство считается традицией этого дня. Но, когда будете выходить, помните, что там маска, перчатки, потому что болеть в наше время, когда эпидемия коронавируса, довольно опасно. И сама болезнь — это опасная штука. Вот. Да, это точно. Давай лучше не будем давать лишние советы, а обратимся к новостям. В Уфе проводится конкурс на создание лучшего проекта памятника первого губернатора Уфимской губернии Григория Аксакова. Кто не знает, Григорий Аксаков — это сын писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Ну, я думаю, вы знаете, кто такой Сергей Тимофеевич Аксаков. Я не удивлена, Руслан, потому что, я думаю, все знают, ни для кого не секрет, что Руслан любитель истории. Место установки памятника – это территория парка на улице Советской. Все мероприятие проводится под руководством Радия Хабирова, по указу Радия Хабирова, и посвящено оно 200-летию первого губернатора Уфимской губернии Григория Сергеевича Аксакова. Ну, конечно, потому что историю надо обязательно знать. И причем обязательно надо знать историю своего родного края, родного места, где ты родился. И обязательно, конечно же, нужно знать людей, которые в этом крае живут. Если вы думаете, что все домашние занятия уже перепробованы, то это далеко не так. Ильяс из села Шаран расскажет и покажет вам, насколько моделирование военной техники – увлекательное занятие. Я увлекся военной техникой и сконструировал модели, на которых воевали мои родные. Я сделал очень много моделей и хочу их показать всем остальным детям. Мама Ильяса признается, что это хобби у них дело семейное. Папа, Ильяс и его брат увлечены техникой военных лет. Парни сначала изучают ту или иную модель в интернете, а затем детально создают ее из картона. К 75-летию Победы изготовил различные виды военной техники. В память о родных дедушках изготовил модели той техники, на которой они воевали. Для создания мини-копий оружия, танков, автомобилей времен Великой Отечественной войны в ход идут любые подручные материалы. Кстати, Ильяс очень целеустремленный инженер. Во время всероссийской акции «Ночь музеев» он принимал активное участие и проводил мастер-класс по моделированию. Татьяна Никитина из села Шаран специально для «Горы новостей». Вот такие вот классные хайповые ребята живут в селе Шаран.
Кстати, о героях. В творческом пространстве, которое называется «Арт-квадрат», создаются граффити, посвященные волонтерам. Авторов вдохновили образы волонтеров, которые бескорыстно помогают людям в период самоизоляции, в период пандемии коронавируса. Я могу вам даже перечислить 4 художников, граффитистов, которые создавали эти граффити, но 15 лет, старость не радость, поэтому я просто прочту их со своей руки. Артур Музипов, Виктор Ермоленко, Артур Лукьянов и Азамат 1, 2, 3, 4. Это его авторский ник. Я, кстати, респект ему, я тоже себе, наверное, такой ник когда-нибудь придумаю. Вот. Руслан сказал граффити вместо... Граффити сказал вместо граффити. Давайте проигнорируем Руслан, это, да? Ужасно. Так, а я продолжаю. Арт-объект разделен на 4 части. Каждая из них выражает индивидуальную точку зрения, мышления и видение художника на волонтерство. Эти работы украшает хэштег «Добро объединяет», а также эту инициативу поддержало Министерство молодежной политики и спорта. Они профинансировали материалы художников, а также устроили этот мини-фестиваль. Кстати, о волонтерах. Ради Хабиров недавно провел онлайн-встречу, конечно же, онлайн, потому что там карантин. В общем-то, он встретился с волонтерами. Республики Это очень круто. Да, сейчас безвозмездная помощь особенно важна и незаменима. Волонтеры, лидеры волонтерского движения рассказали о своем богатом опыте безвозмездной помощи нашему главе республики. Кстати, к встрече присоединились 2 соседних государства. Это Казахстан и Киргизия. Да, а мы, чтобы не перенапрягать волонтеров, чтобы не нагружать врачей, мы остаемся дома. Ну а если вам скучно, то в помощь вам наши корреспонденты. Ciao a tutti, cari amici, e benvenuto in cucina! Почему я говорю на итальянском? Все просто. Сегодня мы будем готовить панакоту. Нам понадобится 500 мл сливок, ванильный сахар, обычный сахар, агар-агар, которым мы заменили желатин, и ягодки для украшения. Дословный перевод этого лакомства звучит как вареные сливки, однако это больше напоминает кремовый пудинг с добавлением разных фруктов и ягод. Для начала в кастрюле смешиваем 500 мл сливок. Добавляем в них сахар и ванилин. Чтобы не пересластить, лучше пробовать. Сладенько. Теперь добавляем агар-агар. Ставим на огонь. Сливки нужно довести до кипения, иногда помешивая. Теперь, когда сливки готовы, в заранее приготовленные формочки мы разливаем нашу смесь. Агар-агар – это вам не желатин, он застывает почти мгновенно. В холодильнике десерт лучше укрыть пленкой, чтобы он не заветрился. Несмотря на то, что панакота напоминает по своей консистенции желе, все-таки это десерт довольно хрупкий, поэтому пытаться достать его из формочки, ковыряя при этом ножом или вилкой, лучше не надо. Возьмите тарелку и переверните. Так десерт сохранит свою форму и будет выглядеть красиво при подаче. Попробуйте приготовьте панакоту дома. Порадуйте себя, да и своих близких. Дарья Карпова специально для Горы новостей. Большое спасибо Даше. Дома вообще не скучно, она вон десертики какие-то готовит, да и к тому же ведет нашу группу в социальных сетях. Обязательно попробую повторить этот десерт. Но для тех, у кого не очень складываются отношения с кулинарией, я знаю, чем вас развеселить. Наш корреспондент Нияз составил топ компьютерных игр. Конечно же, всем понятно то, что это субъективное мнение, то, что у меня могут быть свои фавориты в плане компьютерных игр, как и у Нияза, но все-таки интересно, что же Нияз нам порекомендует, во что нам поиграть. Во время самоизоляции компьютерные игры стали просто спасением. Ряда геймеров прибыло. А если вы здесь недавно, то я познакомлю вас с этой культурой. Первой игрой в нашем списке будет The Last of Us 2. События игры разворачиваются спустя аж целых 5 лет после событий оригинала. Вторая игра — это Cyberpunk 2077. Игра является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020.
Действия будут проходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Предварительная игра должна была выйти 16 апреля, но позднее была перенесена на 17 сентября 2020 года. Третья же игра — это Little Nightmares 2, предстоящая приключенческая игра. Вместе с девочкой-проводницей по имени Шестая Мона отправляется на поиски темных тайн башни. Игры — это, конечно, хорошо, но вы наверняка слышали такую поговорку, как «делу время, а потехе час». Но так как скоро каникулы, дел станет намного меньше, соответственно, времени на игры увеличится. Теперь вы узнали новые игры 2020 года. С вами был Ямалдинов Нияз, специально для Горы Новостей. Нияз, респект. Это очень полезный сюжет, особенно для такого геймера, как я. У нас все-таки новостная передача, вот. Так вот, еще одна новость в нашу копилочку новостей. Короче, участницы нашей детской балетной школы уфимской, которая называется «Браво», они стали победителями международного конкурса художественно-музыкального, который называется «Старт. Путь искусств». Это очень классно. Кстати, я знаю, что этот конкурс проходил в онлайн-формате. Судьи высоко оценили, я прочитаю с руки, потому что, память, да, старость не радость. Судьи высоко оценили выступления Елизаветы Васильевой и Беллы Галиевой. Они стали лауреатами первой степени в номинации «Классический танец». Вот так вот. Очень-очень здорово, ну а если вы, телезрители, не можете в полной мере ощутить радость за девчонок из-за того, что вы понимаете, что уже лето на дворе, а вы до сих пор не обновили свой гардероб, то следующий сюжет вам будет как раз кстати. Привет! И сегодня я расскажу тебе, как разнообразить свой образ, если в гардеробе есть всего лишь стандартные джинсы и футболка. Аксессуары отлично дополняют образ, например, ремень. Ремни бывают с различными пряжками от больших до маленьких. Не забываем про аксессуары, они добавляют изюминки вашему образу. Сережки – это всегда яркий акцент в вашем образе, так что стоит носить их почаще. Как украшение можно использовать не только сережки, но и подвески и браслеты. Волосы тоже не должны болтаться без дела. Сейчас покажу вам пример одной очень простой прически. Берем прядь с левой стороны, с правой и закрепляем сзади маленькой резиночкой. Получается такая вот миленькая прическа. Уверена, вы найдете что-нибудь и на свой вкус. Носки могут просто перевернуть ваш образ с ног на голову. Не знаю почему, но они многим бросаются в глаза. В общем, ваши ноги, носки, и все будет круто. Надеюсь, вы поняли, что образ можно легко разнообразить своими руками. Яна Сайкина, специально для Горы Новостей. Ян, большое спасибо за такие крутые сюжеты. А на этом, собственно, и все. С новостями и событиями дня тебя ознакомили Карина Однобаева И Руслан Николаев. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.